Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Гэта стартапніца. У беларускай айцішачцы толькі размова ў апошнія 2 месяцы, што пра рэлакацыю. Таму нашу сённяшнюю праграму мы прысвяцім гэтай надзённай теме. Наша госця гэта Аліна Разанова, якая шмат гадоў працавала ва ўкраінскай стартап-экасістэме, цяпер жыве ў Грузіі і дапамагае будаваць тамтэйшую экасістэму, а таксама шукае стартапы і партнёраў для топавага польскага венчурнага фонда B-Wave VC. Прывітанне, Алина. Привет, здравствуйте. Здравствуйте. Перейду на русский язык, чтобы всем все было хорошо понятно. Гость все-таки у нас сегодня заграничный. Алина, вот релокация, да, наш самый главный вопрос последних 2 месяцев после президентских выборов. У вас есть опыт украинский, у вас есть опыт грузинский, у вас есть даже немного польского опыта. Ну, первый вопрос прямо в лоб. Какую бы страну вы порекомендовали, на ваш взгляд, да, белорусам вот в данный конкретный момент для релокации? Это очень зависит от их целей на самом деле, потому что если кому-то нужно просто перевести как бы operations, да, то есть всю команду, legal, accountancy и так далее, то Грузия очень сейчас удобна в том плане, что буквально недавно выпустили новый закон, по сути, как бы добавление, изменения в налоговый кодекс. И теперь для международных IT-компаний, которые производят софт и все, что около этого, там огромный перечень всех продуктов, которые они могут производить, для них теперь понизили налог до 5%. Там income и profit tax, вот он до 5% понижен. То есть для того, чтобы именно перевести всю компанию, скажем так, да, легально в более приятное место, то Грузия очень хорошо для этого подходит. Ну, а по поводу Украины не готова ее прям сильно рекомендовать, потому что знаю сама, что украинские ребята очень часто сами же регистрируются в первую очередь где-то в Делавере или в Британии и так далее. Ну, то есть я очень мало знаю зарегистрированных в Украине стартапов, к сожалению. Вот, а в Грузию, я надеюсь, что скоро начнут понемножечку заходить, и здесь действительно очень удобная среда для того, чтобы начать и вести бизнес, потому что, ну, наверное, знаете, что Грузия, в принципе, была реформирована уже много лет назад, то есть все государственные сервисы были диджитализированы, все оцифровано, ты приходишь в Public Service Hall или там Министерство юстиции, да, и ты за день открываешь юридическое лицо. Точно тут же быстро ты открываешь счет в банке. Притом банки здесь тоже очень достаточно диджитализированы, скажем так, да. Ну, то есть я, например, забыла, что такое кэш, скажем так, да. То есть в этом плане довольно вперед продвинулась вся инфраструктура, и банки, и государственные сервисы. И плюс мы в рейтинге мировом на 7-м месте в легкости ведения бизнеса, ease of doing business. Такая была минутка рекламы Грузии. Но, насколько я знаю, ну, почему нет, да? Вот, насколько я знаю, Украина, она тоже вот буквально дней 10 назад Зеленский подписал указ о том, чтобы каким-то образом в перспективе облегчить релокацию тех же белорусов в Украину. И там фигурирует как раз-таки облегченное получение ВНЖ, там фигурирует, значит, открытие бизнеса упрощенное именно в украинской юрисдикции. Вот. Так что вот эта вот борьба за белорусские мозги, за то, куда они утекут, она просто в самом разгаре. Вот я чувствую, что мы в эпицентре, да, какой-то борьбы. А с другой стороны, у меня есть несколько знакомых айтишников, которые на волне кризиса в Украине в 2014-2015 году переехали как раз в Беларусь. И сейчас друзья над ними шутят, ну что, ребят, пора, значит, назад возвращаться, да. Вот вы молодцы, переехали к нам, у нас было спокойнее, да, а теперь, значит, все как
песочные часы перевернулись, и все назад. Вот вы сказали очень классную фразу интересную о том, что Грузия была реформирована некоторое время назад. Я так понимаю, что это то, что было связано с именем Саакашвили, с его приходом к власти, с тем периодом, да? А можете немножко рассказать, вот как за несколько лет, ну, что вот они главное поменяли, да? Вы, наверное, там еще тогда не работали, да? Но вот по вашим ощущениям, наверное, по рассказам коллег, да, что вот главное они сделали, чтобы из того состояния, ну, в общем-то, наверное, в котором сейчас находится и Беларусь, я имею в виду в отношении бизнеса, да, в отношении бизнес-климата, за несколько лет буквально поменять страну, поменять взгляд на страну на совершенно противоположный, на то, что страна открытая и легкая для того, чтобы вести в ней бизнес, регистрировать его там? Это очень сложный вопрос, учитывая то, что у нас через 2 недели выборы тут. Кто-то меня потом послушает, будет недоволен. Но действия команды Саакашвили были очень противоречивыми, поэтому я не буду заходить сюда с точки зрения политики ни в коем случае и не буду выражать свою поддержку в какую-либо сторону. Скажу с точки зрения то, как я вижу, это как с точки зрения граждан, которые, да, пользуются сервисами государственными или там получают права и так далее. То, что я увидела тоже, когда первые разы сюда приезжала, потому что мои первые поездки как раз-таки были нацелены на то, чтобы увидеть результаты реформ. Это было связано с одним из предыдущих проектов, где я была задействована. И то, что мы увидели, это просто внедрение технологий на государственном уровне. И эти технологии, они упраздняют любую возможность коррупции. Вот. Я даже не могу это слово нормально произносить. Вот, хорошо, потому что в Грузии нет коррупции, есть только коррупция. Она есть, да. Она, конечно же, есть, как всегда, потому что это человеческий фактор, от этого не убежишь. Но, скажем так, массовые глобальные вещи, они из-за того, что оцифрованы, там просто невозможно что-либо где-то влезть и как-то выстроить какую-то схему. Я не знаю, надо, наверное, быть гением каким-то, чтобы это сделать. Опять-таки, все на ID, да, то есть у человека есть свое ID цифровое, к нему подвязано все, что связано с образованием, все, что связано с его жильем, пропиской, недвижимостью и так далее. Получение прав тоже. Я была в центре Рустави, то есть это за Тбилиси, немножко нужно проехать, чтобы туда попасть, конечно. В отдельном городе сдают на права, и тоже там все оцифровано, тоже там в машине, где ты, по сути, да, сдаешь этот экзамен с учителем, или как они называются, там везде камеры, и там невозможно тоже что-либо подстроить, чтобы тебе сказали: ой, все, ты завалил, если хочешь еще раз дать, то давай на лапу. То есть максимально, где можно камеры, максимально, где можно проверка, действительно все очень классно диджитализировано. И точно так же с вождением, в принципе, да, то есть все штрафы, они приходят в приложение, прицепленное к банку, да, то есть через банковскую аппликашку, или там, в принципе, на сайте МВД можно посмотреть. То есть ты нарушил права, да, ты получил штраф, ты за 5 минут его оплатил через приложение, все, ты тут нигде ни к чему не прикопаешься. То есть главный секрет, может, не главный, да, но важный в такой тотальной диджитализации, в максимальном, убрать чиновника из всего максимально, где он может каким-то образом влиять на ситуацию, на решение и так далее. А вот возможно ли такая ситуация, бывали ли такие прецеденты? Что возмутило, в общем-то, белорусских бизнесменов, это когда в офис IT-компании PandaDoc в Минске просто пришел там комитет госконтроля, финансовая полиция, начался обыск, потом обыск дома у топ-менеджеров, несколько топ-менеджеров сразу же уезжают, значит, в изолятор. Вот такая ситуация. Возможно, им вменяют там уклонение от уплаты налогов, хотя, в общем-то, довольно сомнительно. Топ-CEO PandaDoc Микита Микада говорит, что у него самая честная, открытая компания, которую только можно себе представить. Да, вот такое в Грузии бывало, и возможно ли?
Я не могу себе даже такого представить, если честно. Ну, по крайней мере, на данный момент. Ну, то есть я не знаю, что будет после выборов, после парламентских выборов. Вот, Интересно, да. но пока... Ну, начнем с того, что здесь не так уж и много пока что, и это ключевое пока что, не так уж и много IT-компаний, к которым можно вот прийти и докопаться. Да, то есть сам сектор, он развивается, пока он еще на ранней стадии, да, то есть государство диджитализировалось, а частный сектор немножечко с этим опоздал, но уже как бы набирают обороты, уже новые эти компании появляются, и продуктовые компании появляются, по кибербезопасности компании есть тоже классные, и я просто не могу себе представить сценарий, чтобы к ним кто-то вот так взорвался, пришел и что-то у них требовал. Ну, к этому просто нет, я не знаю, а зачем, почему? Ну, то есть, я не знаю, может, к этому просто еще не пришли. Может, до этого еще не додумались. И я очень надеюсь, что они додумаются. Не сомневаюсь, что в некоторых вопросах белорусское государство может дать фору другим государствам или соседям. В Украине это тоже частый случай. В Украине тоже частый случай. Я не знаю, мне кажется, некоторое время, чуть ли не каждый день я читала там на InUA или на других медиаисточниках про технологии IT, что вот пришли в этот офис, обыскали, вот пришли в этот офис, обыскали. То есть там уже даже курсы проводили по поводу того, как сотрудникам себя вести, когда приходит какая-то непонятная спецслужба и начинает обыск в офисе. Уже 10 минут мы в эфире. Я для тех, кто подключился недавно, скажу, что мы разговариваем о релокации IT-бизнеса, вот в частности в Грузию. Алина все время говорит о выборах. Напомню белорусам, что есть страны, где после парламентских выборов что-то может измениться в стране. Вот. Ладно, шутка, конечно, черного юмора. Юлия, ты молчишь все время. Я уверен, что у тебя много вопросов есть к Алине. Я готов уступить тебе, подтолкнуть тебя. Спасибо большое, да? Паша, да. Есть у меня несколько, во-первых, уточняющих вопросов, потому что сказала Алина. Ты сказала о том, что меняется сейчас законодательство, и оно поворачивается в сторону IT, скажем так. Могут ли вот на эти льготы налогообложения рассчитывать стартапы? Ну, я думаю, да. Если они производят software, если они производят все то, что входит в огромный перечень, опять-таки, всего того, что включено в этот новый закон, то есть я могу потом прислать ссылку, просто которая это все, по-моему, на английском языке написали Caucasus Business Week, перевели этот закон, в принципе, и там рассказано, что необходимо компании производить, чтобы подпадать под этот новый упрощенный налог. Самое главное — это то, что компания должна быть международная. То есть это вот самый главный критерий, скажем так. То есть если у нее, я так понимаю, есть регистрация еще в какой-то стране, и вот тут она регистрируется еще в Тбилиси, то вот она международная. И если она производит любые технологические продукты, то, я думаю, она вполне подпадает под этот налог. Ну, я думаю, по этому поводу надо еще с юристами поговорить. Я, к сожалению, не... Ну, конечно, да. А еще у меня такой вот вопрос возник. Ты сказала о том, что очень многие и бизнес-процессы, и вообще вот явления, так сказать, окружающей действительности в Грузии, они, ну, бытовые аспекты, они оцифрованы. Вот насколько часто стартапы становятся источником инноваций? Есть ли вообще вот на уровне государства, гражданского общества запрос на стартапы? Если говорить о таком направлении, как Civic Tech, то пока я этого не вижу. Пока все, что касается государства, оно все как бы разрабатывается in-house, внутри государственных структур. То есть, в принципе, изначально все самые классные IT-профессионалы, они как раз-таки были в государственных структурах. Они были в министерствах, они были в квазигосударственных организациях, они были там в Министерстве юстиции и так далее. Потому что когда сейчас я разговариваю с владельцами IT-компаний, которые там, да, запускали все веб-сайты, все там сервисы и так далее, или первые e-commerce, они в основном говорят все, что вот мы
работали в таком-то министерстве, мы запустили вот такую-то программу, а теперь вот мы вышли оттуда, потому что там уже все готово хорошо, и мы начали запускать свои частные бизнесы в сфере IT, в принципе. Вот. И, соответственно, с другой стороны, чтобы вот именно с частного сектора приходили новшества для государства, такого я пока что не вижу. Возможно, еще нет доверия, скажем так, да, у государственных структур к другим IT-компаниям. Но я уверена, что все равно есть что-то на аутсорсе, скорее всего. И, скорее всего, некоторые IT-компании, они просто работают на тендерах для государственных структур. Есть такое подозрение, мне кажется, я такие случаи слышала краем уха. Вот. Но чтобы именно стартапы что-то предлагали государству, до этого пока что мы не дошли, потому что вот как раз-таки на бытовом уровне, да, то есть в частной жизни еще очень много вещей, они не представлены пока, они не диджитализированы пока, и, соответственно, фаундеры, они пытаются как раз-таки закрыть этот гэп, они пытаются найти решения для достаточно элементарных вещей, да, там доставка еды, last mile, да, e-commerce. Да, вот опять-таки я всегда говорю, не могу найти себе достаточно косметики онлайн, потому что я привыкла, что в Украине есть два огромных игрока, там Parfums.ua и Makeup.com.ua, где, рай для женщины, да. Вот здесь, к сожалению, такого еще нет. Да, это элементарная вещь, элементарный веб-сайт, даже нет ничего сверхтехнологического, но пока вот этого нет. Но есть мелкие другие решения, да, в смежных индустриях, там, бьюти-индустрия, опять-таки, delivery. Вот недавно очень стала популярна тоже эта аппликация, веб-сайт Faber, который позволяет продавать то, что у тебя лишнее в гардеробе. Вот. То есть вот такие элементарные вещи пока что они еще как раз-таки на бытовом уровне совершенно не оцифрованы, и, соответственно, очень много запроса на это. Хорошо. Можешь ли ты вот еще подробнее рассказать все-таки о самой стартап-экосистеме? Есть ли какие-то примерно оценки численности стартапов, сколько их, да? Какие сферы наиболее популярны? Каковы вообще истории успеха, может быть, на локальном уровне, или же есть уже стартапы, которые получили некоторое международное признание? Хорошо. Достаточно широкий вопрос. Попробую по чуть-чуть. Во-первых, какие вообще success-кейсы есть? Первые стартапы, которые здесь, в принципе, были, они были связаны с технологией VR и с блокчейном. В частности, один из стартапов, который получил иностранное инвестирование, он как раз-таки предлагает блокчейн-платформу для сайтов, для дилеров, которые продают на аукционах машины, БУ машины и так далее. Понятное дело, это огромная индустрия международная, международный рынок, и они, получается, стали довольно известными в этой сфере. Они теперь начали уже на основе этой платформы строить новые продукты. Вот сейчас, например, проходит в Грузии региональная программа 500 Startups, то есть акселератор региональный, и они там как раз один из таких продуктов, которые они построили на основе этой платформы, он тоже участвует в этой программе. И звучит очень перспективно на самом деле, потому что рынок импорта БУ машин безумно быстро растет, и из Грузии они дальше едут в соседние страны. Вот, в том числе Украину. Дальше что? Другие стартапы. Тут очень интересно, потому что вначале здесь было очень много путаницы скажем так, с термином стартап в принципе. И до сих пор очень многие называют малый бизнес, то есть просто бизнес на начальном уровне, любой. Носки, пельмени, что угодно. Ты начинаешь это делать, все, ты стартап. И очень много таких бизнесов, они получили инвестиции как стартапы, то есть от государственных структур разных, от банков там и так далее. И это было очень интересно, но
В итоге это все начало по чуть-чуть меняться, и банки, и все другие инвесторы местные начали понимать, что стартапы — это все-таки, наверное, технологические компании, которые могут быстро скейлиться и не останавливаться на Грузии. Это, кстати, еще один плюс в развитии. Это то, что, не знаю, даже 3 года назад, когда я была здесь с Stars'ом, и мы делали стартап competition, в основном все стартапы думали о решении местных проблем. И я на менторских сессиях говорила: ребята, ну вы что, далеко не разбежитесь, Грузия — небольшой рынок, давайте думать глобальнее. Вот. То сейчас уже, тоже была на ивенте со Старсом, уже как ментор пару недель назад, и уже увидела, что все уже классно. Большая часть стартапов уже думает хотя бы регионально. Или уже глобально они думают, как они смогут этот продукт запилить, чтобы продавать глобально. Очень круто. По сферам, в принципе, сейчас что? Очень много travel industry все еще, несмотря на пандемию. Ну, конечно, есть и те, которые трансформируют это под внутренний туризм. Есть те, кто ждут, когда это все закончится, и к тому времени они достроят свою платформу и будут готовы обслуживать клиентов. Дальше по e-commerce очень много, потому что, опять-таки, онлайн-магазинов такой темы вообще очень мало. И, соответственно, появилось очень много платформ, которые помогают предпринимателям переходить в онлайн и продавать онлайн. То есть e-commerce и, в принципе, SaaS очень популярны. Есть некоторые такие более хардверные или там biotech, health tech, но их пока очень мало. Хотя есть очень классные специалисты в этой сфере, да, то есть научно-емкие, скажем так, да, компании. Я прошу прощения за мой не очень хороший русский, я просто в последнее время в основном реально говорю на английском. Всё хорошо. Не всегда склеивается это все. Мне кажется, что все отлично понятно, но, во всяком случае, мне, как непрофессионалу, пока вообще все ясно, идеально. Вот, так что... Спасибо. По поводу... Так, какой еще был вопрос? По поводу количества стартапов. Да, вообще есть Грузия и стартапы. Вот интересно, да? Грузия — страна, в общем, по населению где-то, наверное, в 2,5 раза меньше, чем Беларусь, да? Но мне почему-то кажется, что стартапов у вас, Юль, столько же или больше, наверное, да? Как вот можно оценить? Я думаю, что не больше. Во-первых, не больше. Алина уточнила вот этот сам подход, что именно мы определяем стартапом, да? А второй момент, скажем так, справедливость оценки количества стартапов в Беларуси. То есть единственное исследование, наверное, несколько исследований было, есть цифра 1000 стартапов, но мне кажется, она тоже не совсем соответствует действительности, то есть стартап уже еще живой или он доживающий, считаем ли мы его стартапом, то есть это очень такое все сложное. Можно говорить строго о какой-то численности применительно к развитым экосистемам, там Берлин, например, Лондон и прочее. А здесь такие примерные очень оценки. Я знаю, что у бизнес-ангелов, например, в таком актуальном пайплайне несколько сотен, там 200-300 стартапов, то есть с кем они могут работать, инвестировать. Да, вот в этом смысле все-таки как вот выглядит Грузия? Потому что с точки зрения экосистемы, точек экосистемы в Грузии явно больше, чем в Беларуси. Вот, Алина, скажи, пожалуйста, нам. Смотрите, я начала с того, что изначально очень многие не совсем стартапы назывались стартапами, поэтому из-за них количество, которое я слышала, может очень сильно измениться. Но я думаю, что действующих или там выживающих, или только новых появляющихся есть около 500, я думаю. То есть так, навскидку тех, кто действительно есть. Потому что, не знаю, там говорили о том, что есть около 1000 уже там заявок было в Джиты, да, но опять-таки сколько лет уже этим заявкам и насколько там действительно стартапы, а не там малый бизнес. Вот, и поэтому я думаю, что не больше 500-600 сейчас есть действительно живых.
Вот Алина, она, в общем-то, один из организаторов конференции Touch, которая, кстати, пройдет в ближайшее время. Она будет онлайн, и, насколько я знаю, белорусские стартапы туда тоже приглашаются. Вот. А по опыту проведения конференции, сколько вы получаете заявок и сколько они релевантны в том смысле, что вам есть что предложить инвесторам? Ой, тут очень сложный вопрос. Скажем так... Наоборот. Нет, смотри, просто мы на самом деле всегда делаем конференции международными. Во-первых, мы пытаемся охватить соседние страны, да, Армению, Азербайджан с разных сторон, и плюс, в принципе, страны Восточной Европы. Потому что мы все связаны и как-то все вместе работаем, поэтому у меня всегда были открыты заявки для стартапов для всего региона. Поэтому в прошлом году, когда в рамках именно Touch Digital Summit, то есть нашей ежегодной технологической конференции, тогда вот в рамках этой конференции мы решили попробовать и собрать небольшое стартап-экспо. То есть на это не было большого фокуса, это не была стартап-конференция, как Emerge, это вот мы просто вот решили посмотреть, что вообще по стартапам, кто придет и как у них это все получится. Инвестора у нас были среди спикеров, поэтому нам было с кем их познакомить во время конференции. Были инвесторы, извините, были из Чехии, были из Британии, и плюс были из Прибалтики, конечно, тоже были всегда у нас тусят, очень круто. И, соответственно, было с кем им пообщаться, было кому им презентоваться, был классный питчинг. Точно, да, был даже питчинг, точно. Я совсем забыла об этом, потому что у меня была прекрасная панель жюри была на самом деле. Вот как раз-таки там были в основном инвесторы все наши. Из Грузии было не так уж и много. Были ребята из Армении, были даже украинцы, приехали в Тбилиси, но вот из Грузии что-то не совсем пошла тема у них. В этом году мы решили отдельно от нашей, опять-таки, ежегодной технологической конференции, вот Touch Digital Summit, которая будет в конце ноября, мы отдельно от нее делаем еще небольшую такую, скорее даже как онлайн-буткемп, который называется Startup Touch. То есть там мы будем на 2 дня собирать стартапы и инвесторов, менторов, корпоратов, которым интересно, это тоже вот из всего региона. И сейчас, конечно, уже с Грузией больше заявок, потому что мы тесно общаемся с другими организациями, с другими там ивентами, с акселераторами, и это все начинает как-то уже оживляться. У меня есть подозрение, на самом деле, что очень многие фаундеры, они не понимают, зачем им идти на конференции. Вот это очень сложно донести, и мы очень много над этим работаем в коммуникации, да, то есть вот даже вот перед стартап-тачем мы проведем отдельный вебинар для наших стартапов, где мы объясним, что и как им делать во время конференции, как им вообще получить от этого пользу. Потому что мне кажется, что все привыкли, что конференция — это ты приходишь, это ты послушал какой-то контент, может, с кем-то там поздоровался, обнялся со своими знакомыми, и все. И там пошел потом на автопати и выпил классного грузинского вина. Но это не так. На самом деле очень-очень много классного, полезного можно получить с конференции. Опять-таки, я как представитель польского фонда B-Value тоже очень всегда была рада раньше ездить на конференции, потому что мне это давало возможность вживую пообщаться с командой. А это самая классная референция. То есть вместо того, чтобы там идти у всех спрашивать, что они думают об этом или том стартапе, я же могу просто пойти и с ними пообщаться вживую. Вот как раз-таки стартап Touch, и думаю, все другие конференции, которые у нас происходят, они для этого существуют, чтобы вживую пообщаться. Даже пускай сейчас онлайн, но тем не менее человек от тебя никуда не девается, и ты вот так можешь с ним хоть 2 часа сидеть и разговаривать, и что-то для себя понять, что-то для себя определить, увидеть, вы на одной волне или нет. Вот, поэтому с точки зрения активности, в принципе, грузинских стартапов пока очень сложно, и мы эту тему пытаемся как-то пушить, двигать вперед и объяснять, что, ребята, вы не будете просто слушать, ваша задача будет 2 дня на этой конференции постоянно болтать. Вам надо будет
забукать звонки с инвесторами, с менторами и так далее. Плюс часть этих звонков мы вам сами забукаем, потому что будут менторские сессии, и вам вот надо будет все время говорить, все время презентовать, все время питчить. Вот это очень важно. И вот это мы все пытаемся донести максимально до стартапов. И пока что сложно, но мы туда придем. Окей. Да, у нас уже не так много времени остается. У меня есть еще, наверное, 2-3 вопроса. Первый вопрос – это по поводу самой стартапа, по поводу точек экосистемы, в частности, инкубаторов, акселераторов. И если еще более частно, это вопрос по поводу 500 Georgia, да, то есть вот этот вот акселератор, который работает совместно с 500 стартапов. Вот, расскажи вообще, насколько он эффективен, какие отзывы от фаундеров? Стоит ли белорусам думать о релокации, чтобы попасть, допустим, в 500 Джорджия? Так, ну, во-первых, пока что им не нужно никуда релоцироваться даже. Начнем с этого. Им надо просто, по-моему, следующий четверг, но надо будет проверить, заканчивается прием на второй батч. Поэтому можно пока что хотя бы подать заявку, пройти интервью и попробовать себя в принципе. Почему? Расскажу. Да, очень классный эффект. Все команды, которые работают с менторами, с Entrepreneurs in Residence, со всеми, кого привозит 500, а они привезли сюда, в Тбилиси, сейчас на 6 недель своих менторов из США, из Европы, из Азии. То есть они вот реально очень сфокусированы и очень классно это все организовали. Все фаундеры, с кем я общаюсь, они просто пищат от радости, потому что их реально напрягают, им дают очень много знаний, с ними сидят. Реально я видела, я просто работаю в том же коворкинге, где они сидят, и вот они просто сидят реально по полдня с менторами и работают. И это очень круто. И плюс, опять-таки, фаундеры, которые принимают участие, они говорят, что они получают безумно много знаний, они абсолютно переосмысливают свой продукт, они меняют модели, они прекрасно теперь видят вообще глобальную картину, куда им двигаться. Позавчера была на небольшом превью демо-дня, потому что сегодня еду вечером на как раз-таки демо-дэй первого батча. И там на превью выступило 3 только из 10 стартапов, и очень хорошие у них были питчи. Такое очень редко встретишь, в принципе, у нас в регионе, и я тоже пытаюсь как-то этому помочь, как могу. Но уже сейчас вот ребята очень классные питчи, то есть кроме, в принципе, бизнес-модели, да, работы над бизнесом в целом, еще и помогает им презентовать себя, научиться презентовать себя и питчить свою компанию там, потенциальным инвесторам или адвайзерам или клиентам. И, прям очень все в восхищении, всем очень нравится эта программа. И плюс внутри у них есть небольшой компетишн, потому что сначала же отобрали 15, потом по мере прохождения программы, потому что там 3 этапа, по-моему, было разных, где-то там был просто обучение, потом было более такое on the ground работа над бизнесом, да, менторская, потом снова онлайн чуть-чуть легче, да, то есть они там чередуют разные подходы и системы, и получается было сначала 15, в итоге осталось их 10, и между ними опять-таки дальше идет competition, потому что самые лучшие команды в итоге они получают поездку в Сан-Франциско в главный акселератор 500 Startups. То есть это для них прям шикарный мотиватор. И сейчас следующий батч тоже набирается, и я очень советую белорусским стартапам подаваться, потому что прям очень классная. Фидбэк, очень классные отзывы. И опять-таки это неофициальные, это я просто иду с ребятами, общаюсь и говорю: Георгий, как тебе? Он такой: ой, классно, так вообще, я так кайфую, мне так нравится, они такие классные, у них такой шикарный подход, именно все системно очень, все понятно очень. Я говорю: ой, здорово, супер. Плюс еще какая штука, это региональный акселератор, да, то есть это отдельная команда над ним работает, она не привязана к другим каким-то программам по миру, она не привязана к главному офису, который занимается именно инвестициями, потому что
500 Startups, у них отдельный есть офис, который именно инвестициями занимается. И я вам так скажу, небольшой как бы exposure, не знаю, как на русском сказать, ну, то есть то, что, в принципе, один из грузинских стартапов посвятился даже в этой программе, да, помогло им как раз-таки попасть на глаза к этой инвестиционной команде в Сан-Франциско, по-моему, или где они находятся, в США. И они закрыли раунд, $850 тысяч, закрыли seed раунд, Stack App. Это они как-то переосмысливают веб-браузинг, скажем так, да, то есть они создают компетитора Chrome, Safari и так далее. Вот. И они, получается, закрыли раунд сейчас вот с 500 Startups и с голландским Peak Capital, если не ошибаюсь. Вот это из последних success-кейсов. Потому что те, кто были первые, они тоже поднимали классные раунды. Был тоже один AI-based продуктовая компания. Они, по-моему, даже $1 миллион взяли, если не ошибаюсь, от американских инвесторов. Но у них еще есть офис в США. То есть они как бы работают на две стороны, и тут, и там. А это вот уже из новой волны, как я называю их, вот есть уже такой success case. Ну и потом те, кто победят в этом всем competition именно внутри программы, они тоже получают инвестиции. Юля, я скажу тебе, что нет. Вот, но еще один короткий вопрос я готов пустить. Так, один короткий вопрос. Если у тебя нет, то я могу спросить. У нас вчера было небольшое интервью с бывшим ИО министра Украины по экономическому развитию, и он рассказал нам о том, что кроме бизнес-климата у Украины есть, конечно же, много преимуществ по сравнению с Белоруссией. Например, качество жизни дешевле, вся хипстерская инфраструктура уже создана для айтишников. Да? А что в Грузии в этом плане? Ну вот относительная безопасность, конечно, в Украине, ну по сравнению с нынешним моментом в Беларуси, наверное, да, ну вообще вот я бы так не сказал. Да? Вот по этим параметрам Грузия, она как вообще? Безопасность, качество, цена жизни, уровень бюрократии там, в медицине. Что в этом плане может страна пообещать айтишникам? Я только один маленький коммент добавлю. Хипстерская тусовка в Минске мне намного больше нравится, чем где-либо еще. Мы стараемся. В прошлом году удалось добавить безопасность. В прошлом году удалось побывать в Минске. Я безумно влюбилась в город и очень хочу еще раз приехать, пожалуйста. То есть в этом плане все-таки Минск дает фору, там, не знаю, Тбилиси, Батуми. На самом деле очень многим, да. Ну, в Грузии хипстерская тусовка, она такая более богемная, скажем так. Тут очень классный музыкальный андеграунд, поэтому часто Тбилиси называют вторым Берлином. Вот даже мой бизнес-партнер, он возглавляет местный бойлер-рум, если знаете. Потому что я не совсем в музыкальной тусовке, вот, но очень много здесь андеграундных вот клубов, и вот такая более богемная, художественная тусовка, она тут есть. С точки зрения безопасности, из всех стран, где мне удалось побывать вот именно в Центральной и Восточной Европе, ну, я же когда с Старсом работала, то я немножко поездила, пожила по 2-3 недели в разных странах. Здесь самое безопасное место в принципе, абсолютно. Тем более вот я как девушка могу гарантировать, я могу даже среди ночи где-то ходить по городу, и мне вообще не страшно. Вот, поэтому нет и кейсов того, чтобы пришли какие-то фискальные службы к IT-компаниям, и точно так же нет кейсов, чтобы где-то кому-то кто-то угрожал чьей-то жизни. Ну, то есть с этой точки зрения мне абсолютно спокойно здесь. Вот вообще каждый раз, когда прилетаю в Тбилиси, выхожу из аэропорта, и вот такое чувство приятной, хорошей свободы.
Вот, мне здаецца, што у беларусаў, якія прылетаюць у Грузію і выходзяць з аэрапорта, адчуванне роўна абсалютна такое ж, прыемныя свабоды. У прынцыпе, праўда, што тое самае і ў Кіеве, тое самае і ў Варшаве, і гэтак далей, і гэтак далей. Думаю, што ўсе зразумелі па гэтым маім маналогу, што час у нас ужо зусім канчаткова і беспаваротна скончаны, а таксама па тым, што я перайшоў на беларускую мову. Мы сёння ў стартапніцы размаўлялі пра рэлакацыю IT-бізнесаў, у прыватнасці у Грузію і крышачку ва Ўкраіну. Нашай госці была Аліна Разанова, якая шмат гадоў працавала ва ўкраінскай стартап-экасістэме, цяпер развівае экасістэму ў Грузіі, шукае стартапы і партнёраў для польскага венчурнага фонда B-Value VC, пра які мы, на жаль, увогуле не паспелі паразмаўляць, але ладно, застанецца на які-небудзь час у будучыні. Дзякуй вялікі, Аліна, што пагадзіліся з намі паразмаўляць, вылучылі гэтыя паўгадзіны. Да пабачэння. Вось, думаю, што это будзе зразумела. Юлія Нехай, Павел Свердлоў, як заўжды, былі з вамі ў стартапніцы. Пабачымся і пачуемся праз тыдзень. Да пабачэння.